Русский язык, 6 класс. 9 раздел «Человек и мир техники». Тема урока «Великие изобретатели». На уроке вы будете изучать предложения с прямой и косвенной речью, диалог. Составлять диалог и предложения с прямой речью по схемам. Изобретатель – это человек, создающий что-либо новое или находящий новые способы воплощения старых идей. Результат деятельности изобретателя называется изобретением. Все творения рук человеческих имеют своего изобретателя. Нам известны имена многих изобретателей, открытия которых оказали большое влияние на нашу жизнь. В их числе следует назвать Томас Эдисон, американский изобретатель, который изобрел электролампочку. Генри Форд, американский изобретатель, промышленник, изобрел автомобиль. Александр Белл, шотландский изобретатель, изобрел телефон. Немецкий изобретатель Рудольф Дизель. Он изобрел дизельный двигатель на казахском козгалткыш. Прямая речь, төл сөз. Прямая речь – это слова, передаваемые без изменений. Например, Томас Эдисон писал: «Важнейшая задача цивилизации – научить человека мыслить». Томас Эдисон писал – это слова автора. Обозначим буквой А. Важнейшая задача цивилизации – научить человека мыслить. Это прямая речь. Обозначим буквой П, которая заключается в кавычке. Косвенная речь, төлөө сөз. В этих предложениях чужая речь передается недословно. Слова автора всегда стоят перед косвенной речью. Например, Томас Эдисон писал, что важнейшая задача цивилизации – научить человека мыслить. Здесь подчеркнут союз «что». Это предложение похоже на сложно подчиненное предложение с придаточным изъяснительным. Сабақтас құрмалас сөйлемге ұқсайды. Знаки препинания при прямой речи. Если прямая речь стоит после слов автора, в этом случае после слов автора ставится двоеточие, қос нүкте қойылады. После прямой речи может стоять вопросительный или восклицательный знак перед кавычками. Сұрақ белгісі мен лепті белгісі тырнақшаның ішінде тұрады. Или точка стоит. Точка стоит после кавычек. Прямая речь может стоять перед словами автора. В этом случае после прямой речи ставится вопросительный или восклицательный знак перед кавычками, либо запятая после кавычек. Слова автора начинаются со строчной буквой, перед ними ставится тире. Прямая речь может прерываться словами автора. В этом случае перед словами автора ставится запятая и тире, а после слов запятая и тире, либо точка и тире. Диалог. Разговор двух или нескольких лиц. Слова каждого лица в диалоге пишутся с новой строки. Перед ними ставится тире. А что он изобрел? Электрическую лампу накаливания. Задание. Составьте предложение с каждой моделью.